посмотреть все лимфоузлы. Вот у меня образовалось, вот здесь образуется лимфоузел. Участники акции после сдачи крови обходят кабинеты врачей. В рамках профилактического мероприятия Люба Хаштырова консультируется со специалистами. Я слышала, что у нас проходят акции. Пришла сегодня. Сейчас мне дали врачи направление на анализы, на общий анализ, на кровь, на онкомаркер. Акция «Победим рак вместе» посвящена Всемирному дню борьбы против рака, который отмечается ежегодно во всем мире 4 февраля. Мероприятие проводят с целью максимально привлечь внимание общественности к этому заболеванию. В ходе профилактического осмотра пациенты в первую очередь направляются к терапевту, а далее к хирургу, онкологу и узисту. Мы осматриваем, опрашиваем больного, смотрим все лимфоузлы, которые доступны пальпации, пальпируем молочные железы. Пальпируем живот, смотрим на кожные покровы, осматриваем, есть ли какие-то образования на коже, есть ли какие-то образования подкожной клетчатки. И по необходимости направляем уже, если мы что-то выявляем, направляем к онкологу или к хирургу. Врачи отмечают, что своевременная диагностика позволяет снизить риск развития онкологического заболевания и оказать своевременную квалифицированную помощь, что увеличивает шансы на благоприятный исход болезни. О проведении ежегодной акции «Победим рак вместе» организаторы сообщили в социальных сетях. Участникам раздавались приглашения и различные памятки. Также участковые врачи уведомили о бесплатном профилактическом осмотре своих пациентов. Среди лабораторных исследований это анализ крови на онкомаркер С125, анализ крови на ПСА, общий анализ крови, также УЗИ органов брюшной полости, почек, молочных желез, щитовидной железы. Мы посмотрим результаты анализов. Если результат будет нормальный, то есть не будет повышения в анализах, то мы позвоним пациенту и оповестим, что у них нормальные результаты. Если будет же высокий или положительный анализ, то мы приглашаем пациентов для дальнейшего обследования. Онкологи считают, что около 1/3 смерти от рака вызваны факторами риска, которые связаны с поведением и питанием. Например, как высокий индекс массы тела, недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей, отсутствие физической активности и употребление табака, алкоголя. По словам врачей, в ходе акции уже успели обнаружить у нескольких пациентов риски заболевания раком в виде образований и уплотнений. Всего участие в профилактическом мероприятии приняли более 60 человек. Была у терапевта и анализ крови сдала. Сейчас на УЗИ стою в очереди. Там я не знаю, что. Тут хорошо взяли, ничего. Все врачи хорошенькие, понравились мне лично. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, смертность от рака будет продолжать расти и в 2030 году достигнет 13 миллионов случаев. Ожидается, что за ближайшие 20 лет число новых случаев заболевания возрастет примерно на 70%. Часто маленькая шишка или незаметная родинка, которым мы не придаем особого значения, могут стать причиной развития онкологии. Врачи призывают граждан не проявлять халатность к собственному здоровью и раз в год проходить профилактику. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24.